Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня в городской резиденции правительства Республики Таджикистан основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в контексте 7-й встречи министров иностранных дел диалога «Центральная Азия плюс Япония» принял министра иностранных дел Республики Казахстан Бейбута Атамкулова. В ходе встречи был обсужден комплекс вопросов по сотрудничеству двух стран. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, мы заинтересованы в развитии и расширении партнерских отношений с Казахстаном, а сегодняшняя встреча в рамках диалога является еще одной возможностью для обсуждения новых направлений нашего сотрудничества. Стороны рассмотрели и вопросы, связанные с выгодным партнерством в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, промышленности, науки, образования и других вопросов, обменявшись мнениями по вопросам обеспечения безопасности и решению глобальных проблем в рамках международных и региональных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, ШОС и других. Сегодня на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым мы обсудили целый ряд вопросов, касающихся нашего двухстороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Для нас сегодня очень важными является все-таки углубление наших двусторонних экономического сотрудничества, потому что потенциал достаточно высокий, идет рост. В 2018 году наш товарооборот составил уже 845 миллионов долларов Соединенных Штатов. В этом году мы планируем достаточно серьезный рост, он может уже дойти до 1 миллиарда долларов торгового оборота. И непосредственно важным является, конечно, транспортно-логистическая часть нашего взаимодействия. Есть ряд вопросов, которые касаются регионального взаимодействия. Но здесь у нас идет слаженная работа между нашими государственными органами и нашими министерствами иностранных дел. Но особо я хотел подчеркнуть, это культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие на уровне наших министерств культуры. И особо хотел отметить братские отношения между Таджикистаном и Казахстаном. Я сегодня отметил в беседе, что мы будем максимально использовать возможности и привлечение инвестиций как в регион, в Таджикистан. Это возможности казахстанского бизнеса, казахстанских наших инвесторов, которые могут сегодня уже вкладывать в Таджикистан, но в то же время мы ждем наших таджикских партнеров на казахстанской земле. Особое внимание мы, конечно, уделили поставке сельхозпродукции, овощей и фруктов в Казахстан. Также сегодня в городской резиденции правительства Республики Таджикистан основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в контексте 7-й встречи министров иностранных дел диалога «Центральная Азия плюс Япония» принял министра иностранных дел Японии Таро Коно. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поприветствовал высокочтимого гостя с прибытием в Таджикистан, и глава государства подчеркнул, цитата, «Мы уделяем особое внимание развитию и углублению отношений с Японией и прилагаем усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества на всех уровнях и во всех направлениях». Стороны выразили удовлетворение динамикой сотрудничества, переговоров высокого уровня, результатами ответных официальных визитов глав государств и обменялись мнениями о нахождении новых путей укрепления связей в перспективных сферах торговли, экономики, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, науки, культуры, спорта и туризма. Также были обсуждены вопросы партнерства в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония», Международного агентства по сотрудничеству JICA и других перспективных программ, необходимость образования центра бизнес-инкубатора, Японского фонда инвестиций, привлечение прямых японских инвестиций в экономику Таджикистана, оживление деятельности межправительственных
Межправительственной комиссией по экономическим и научно-техническим аспектам. Экспорт свежих фруктов и овощей, сухофруктов из Таджикистана на рынки Японии, развитие сотрудничества в сфере промышленности, переработка металлов, фармацевтика, создание предприятий по переработке хлопка, коконов, производство готовой продукции из них были названы выгодными направлениями сотрудничества, а также другими обсуждаемыми темами беседы были вопросы обеспечения безопасности, также сложная политическая ситуация в ряде стран, в том числе это соседний Афганистан, совместная борьба против угроз современного мира, по которым стороны высказали свою позицию. В этот раз министр иностранных дел Японии посещает Таджикистан впервые за последние 15 лет. Для меня большая честь в этот раз иметь возможность посетить красивый Таджикистан, богатый цветами и природой. Я думаю, что в отношении между Японией и Таджикистаном еще есть потенциал для дальнейшего развития в области экономики. Еще есть большой потенциал для дальнейшего развития в сферах инвестиций из Японии, также привлечения туристов из Японии, также развития обменов в области культуры и образования. Мы бы хотели еще укрепить двусторонние отношения с Таджикистаном, а также отношения со странами Центральной Азии в рамках диалога Центральная Азия плюс Япония. Напомню, что 17 мая в городской резиденции правительства Республики Таджикистан состоялась конференция высокого уровня под названием «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в том числе незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью». В работе конференции принял участие и выступил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. 17 мая в городской резиденции правительства Республики Таджикистан состоялась конференция высокого уровня под названием «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его финансирования, в том числе незаконного оборота наркотиков и организованной преступности», в работе которой принял участие и выступил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. В работе конференции приняли также участие заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, представители ОБСЕ, ОДКБ, министры иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, заместитель генерального секретаря Европейского Союза, эксперты десятков зарубежных стран. Конференцию со вступительным словом открыл министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин. В ходе своего выступления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поприветствовав всех участников конференции высокого уровня в Таджикистане, пожелал успехов в работе конференции. Было отмечено, что сегодня все мировое сообщество оказалось перед лицом глобальных вызовов и угроз безопасности, что побуждает всех нас к поиску новых путей и способов противостояния с ними. Сегодня миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны и нестабильности, а терроризм и экстремизм, как проявление этих разрушительных явлений, привели к негативным политическим, социальным и нравственным последствиям. Деятельность террористических организаций и других экстремистов в глобальном масштабе приняла трансграничный характер, затронув почти все государства мира. Глава государства предложил вести совместную и целенаправленную борьбу государств и народов, международных институтов и обществ, в первую очередь с корнями и причинами проявления терроризма. Президент страны отметил, что мы неустанно обращаем внимание мирового сообщества на необходимость устранения факторов политической, военной и финансовой поддержки международного терроризма. Было отмечено, что денежные средства, вырученные от торговли наркотиками, являются одним из основных источников финансовой подпитки терроризма. Реально осознавая глобальную опасность незаконного оборота наркотиков, Таджикистан в течение продолжительного периода прилагает свои усилия в сфере борьбы с этим опасным явлением и обрел на этом поприще достаточно богатый опыт.
В завершение глава государства еще раз отметил, что Республика Таджикистан всегда готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами в сфере борьбы с терроризмом и его финансированием. После выступления президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, выступил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимир Воронков. Он, выразив признательность руководству государства и правительства Республики Таджикистан за проведение на высоком организационном уровне мероприятия, дал достойную оценку лидерству Таджикистана в борьбе с терроризмом и предотвращении незаконного оборота наркотических средств. Сегодня в Душанбе под председательством Республики Таджикистан состоялось 7-е совещание министров иностранных дел диалога «Центральная Азия плюс Япония». Целью данного мероприятия является расширение и укрепление тесных связей стран региона и Японии, а также развитие регионального сотрудничества. Под председательством Республики Таджикистан в Душанбе состоялось 7-е совещание министров иностранных дел диалога «Центральная Азия плюс Япония». В работе совещания приняли участие министры иностранных дел Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Японии и заместитель министра иностранных дел Туркменистана. Напомним, что в 2004 году Япония инициировала новый формат сотрудничества со странами Центральной Азии «Диалог Центральная Азия плюс Япония» с целью наращивания усилий по расширению и укреплению более тесных связей стран региона, а также развитию сотрудничества между Японией и Центральной Азией. В рамках диалога состоялись 3 сессии на темы: региональная безопасность и региональное сотрудничество, практическое сотрудничество стран-участниц диалога в сфере туризма и сотрудничество стран-участниц диалога Центральная Азия плюс Япония в сферах торговли, инвестиций и развития экономики. В завершении СМИ-диалога главы делегаций подписали итоговый документ «Совместное заявление 7-го совещания министров иностранных дел диалога «Центральная Азия плюс Япония». По итогам 7-го совещания министров иностранных дел состоялась пресс-конференция. К зарубежным новостям. Правительственные войска Сирии произвели обмен пленными с боевиками. После передачи 9 членов незаконных вооруженных формирований были освобождены 10 сирийских граждан, в том числе 1 ребенок. На территории южной провинции Гельманд в результате ошибки при авиаударе погибли по меньшей мере 17 служащих полиции, 14 пострадали. А в Пакистане зафиксирована вспышка ВИЧ. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. На территории южной провинции Гельманд в результате авиаудара иностранных войск погибли по меньшей мере 17 служащих полиции, еще 14 пострадали. В уезде Нари-Сарадж проходили активные вооруженные столкновения между правительственными силами и вооруженной оппозицией. Стражи порядка вызвали на поле боя подкрепление, однако в результате ошибочного авиаудара потери понесли сами служащие полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование. В Пакистане зафиксирована вспышка вируса иммунодефицита человека. С конца апреля около 500 человек в провинции Синд получили положительный ответ в тесте на ВИЧ. Более 400 из них – дети. Региональная программа по борьбе со СПИДом ранее сообщала, что в регион направлены эксперты для расследования и реагирования на вспышку ВИЧ. По словам руководителя программы, произошедшее может быть связано с врачами-шарлатанами, которые до сих пор используют шприцы по нескольку раз. В начале мая был арестован один из местных врачей, который сам болен СПИДом. В настоящее время ведется расследование, чтобы выяснить, намеренно ли он использовал зараженные шприцы с целью заражения детей. Эксперты полагают, что на самом деле около 150 тысяч человек в Пакистане живут с ВИЧ-инфекцией. И большинство из вновь зараженных приходится именно на провинцию Синд. Правительственные войска Сирии произвели обмен пленными с боевиками. После передачи 9 членов незаконных вооруженных формирований были освобождены 10 сирийских граждан, которые находились в плену несколько лет. Обмен проходил в демилитаризованной зоне в 40 километрах от города Алеппо. Среди освобожденных 7 мужчин, 2 женщины и ребенок, который родился в лагере пленных. Эти люди перенесли все ужасы плена, ежедневные угрозы, голод и отчаяние.
Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.